Вахыт Шерфляран Схарлолсон, здравствуйте. Крым снял большую часть коронавирусных ограничений. Как скоро бизнес полностью восстановится? Связан ли рост цен на товары и услуги с пандемией? Обсудим без обмана. Документ, помноживший на ноль сразу несколько трендовых вето. Указ, который вновь дал зеленый свет, например, проведению корпоративов и банкетов в Крыму. Это максимально доходная статья. По злой прихоти пандемии больно ударила по кошельку рестораторов. Размер среднего корпоративного чека в зале варьируется от 2,5 до 4,5 тысяч рублей. Путем несложных вычислений понимаем, что в рыбный декабрь бизнесмены оказались на грани. Мы будем стараться. Вот 8 марта близится. Надеемся, конечно, 8 марта не покроет, но мы будем стараться, конечно, возместить. Открываются нараспашку театральные кулисы. Как и в кино, тут квота наполняемости увеличена с 30 до 75%. Публика реагирует на поблажку условной овацией. Конечно же, не хватает. И как только мы открыли продажу билетов на 75%, то мы сразу это почувствовали по тому, как зритель потянулся в наш кассовый зал. Пандемия открыла новую театральную форму онлайн-спектакли. Нечто вроде репетиции с повышенной ответственностью. Только как большой брат за действом следит невидимый зритель. Что касается оваций реальных, их как допинга ждут артисты. Вот эта энергетика, которую мы отдаем в зал, она очень необходима, как бумеранг, да, пинг-понг, скажем так. Свадьбы совершаются на небесах, а заключаются в ЗАГСе. Бракосочетания со всеми вытекающими вновь в торжественном формате. Оживление в студиях всех причастных к индустрии. Могло быть и 2, и 3 невесты в день. То есть приходилось выезжать и в 2 часа ночи. Вместо 2 свадеб на день двухмесячное бездействие с туманными перспективами. Кто-то полностью отменял и просто расписывались, кто-то переносили на следующий год, кто-то делал свадьбу в декабре. То есть, конечно, многим молодоженам, многим свадебным парам это доставило большие неудобства. Перекраивают на ходу график в органайзерах и главные фиксаторы истории не только с приставкой «Love». Крымских свадебных фотографов пандемия сделала многостаночниками. В плане свадебного сезона где-то примерно 25 свадеб. Но за счет того, что было много туристов, я немножко успел перепрофилироваться на туристическую сферу и фотографировал туристов. До кризиса это звучало как какой-то плюс, как человек состоятельный. Сейчас после кризиса это звучит совладелец как минус. Это человек, лицо пострадавшее. Представители индустрии развлечений, владельцы дискотек и ночных клубов в двойственных чувствах. С одной стороны, дышать теперь можно свободнее. С другой, сердце щемит невосполнимая финансовая потеря. Теперь бизнесмены вожделеют льгот в виде налоговых каникул. Но это суммы шестизначные. Шестизначные суммы. Несколько миллионов. Несколько, да. Немного корона-кризиса в цифрах. Впервые в своей новейшей истории крымский бизнес оказался похожим на ребенка без присмотра, оставленного в магазине игрушек. Разумеется, в такой ситуации ему нужна была рука поддержки для того, чтобы локдаун не трансформировался в нокдаун, а то и в нокаут. Около 6% валового регионального продукта. Именно такой ущерб был нанесен местной региональной экономике по итогам прошлого года. Лишь за первое полугодие пресловутой двойной двадцатки свои убытки задекларировало примерно 500 крымских предприятий. Естественно, это не могло не отразиться на налоговых поступлениях и численности рабочих мест. В частности, для решения последней проблемы крымскому бизнесу было направлено 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Совершенно беспрецедентная цифра. Она сопоставима с объемами всех предыдущих 5 лет. Страдают от ситуации избавившие обороты в десятки раз туристические операторы. Причина – временная возможность организовывать детские перевозки исключительно внутри региона. Снятие этого ограничения – самая ожидаемая метаморфоза в курортной сфере. То есть мы надеемся, что нам разрешат возить детские группы, потому что очень сильно завязана, в том числе наша компания, на этой деятельности. Рекреация не ощутила существенного удара. Для нее, как ни печально, пандемия в какой-то мере даже союзница. В Крыму продолжают реализовывать восстановительные программы для перенесших ковид. Статистика здесь настраивает на оптимистический лад. Реабилитируемых больше, значит больных, наоборот,
базовое количество людей на данный момент болеющих коронавирусной инфекцией, конечно же, меньше. А потребность в реабилитации, то есть те, кто уже переболел, да, это растет постоянно и постепенно, но не уменьшается. В Крыму по-прежнему не теряет актуальности масочный режим и необходимость соблюдать безопасную дистанцию. Прибывшие в Крым из Великобритании подвергнутся обязательному двухнедельному карантину. Заведения общепита могут заполняться лишь наполовину. Эти меры предосторожности пролонгированы пока до конца марта. При всем печальном послевкусии снятия табу тенденция к выздоровлению. Уже на протяжении месяцев в Крыму фиксируется устойчивое падение кривой заболеваемости. Наши гости сегодня. Алла Пономаренко, заместитель председателя Государственного совета Республики Крым. Зарема Белялова, директор Крымско-Татарского государственного академического музыкально-драматического театра. Анатолий Тарасенко, член ОСИК, генеральный директор турфирмы. Эльдар Меметов, бизнесмен. Добрый вечер всем. Уважаемые гости, все мы знали, что и готовились к марту, о том, что большинство ковидных ограничений будут сняты. Вот теперь можно выдохнуть, можно так сказать? Алла Аликовна. Вы знаете, когда ровно год назад началась эта ужасная ситуация, нам казалось, что это какой-то сюрреализм, и это ненадолго, и не могли даже, мне кажется, представить в страшном сне, что это продлится для нашей страны, для нашей республики. Вот год мы начали, через год только снимать ограничения. А вообще нам казалось, что это неправда. Мы все люди, мы не верили, что такое может быть, поэтому относились очень скептически к ношению масок и выполнению всех санитарно-эпидемиологических норм. И, конечно, мы не думали, что это в первые дни, мы не представляли, что это будет иметь такие далеко идущие последствия. И, конечно же, и для бизнеса, и для людей, работающих не в сфере бизнеса, для всех это оказалось очень серьезным испытанием. И мне кажется, вот Крым вышел из этой ситуации в более или менее в таком нормальном состоянии, потому что мы видим, что в целом другие страны до сих пор закрыты, и те социальные выплаты, которые были определены в Республике Крым, в России, в Республике Крым в частности, помогли нашему населению. Эти меры, которые были приняты для поддержки бизнеса, это тоже дало возможность устоять в тот период времени. Хотя я говорю, что мы в марте, начале апреля думали, что это, в общем-то, ненадолго, и на 3 месяца принимали только все решения, все законы, постановления Республики Крым. И казалось, что вот наступит лето, будет жарко, и, как и вся инфекция, летом уходит. Но, к сожалению, оказалось значительно все серьезнее. И, знаете, я хочу сказать огромную благодарность и руководству Крыма, и нашим гражданам за то, что вот все вместе мы выполняли практически те требования Роспотребнадзора и смогли в течение года выйти к ситуации, когда началось снижение заболеваемости на территории Республики Крым. Мне кажется, что это благодаря общим усилиям. Вот я напомню, до конца года, несмотря на снятие большинства ограничений, маски в общественных местах придется носить. Кто-то с этим смирился, кто-то до сих пор нет. И мы предлагаем ответить вам, уважаемые телезрители, на вопрос: боитесь ли вы посещать общественные места? Звоните на протяжении программы, звонки бесплатные, итоги подведем все вместе. Ну вот давайте вспомним, как это было. Прошел практически год, вот как вы отметили. Тогда понимали масштаб общей проблемы или было сложно оценить? Как вы считаете? Ну, пожалуй, вы знаете, когда я 10 лет, допустим, занимался туристической деятельностью, потом бизнесом и всего лишился одномоментно, конечно, я думал, что это сначала на 2 недели, потом я думал, что это на месяц, а потом мысли посещали, что это навсегда, на всю жизнь. И когда сейчас у нас есть возможность продолжать заниматься, пусть с какими-то ограничениями, пусть мы не можем сейчас вывозить детские группы куда-либо. Вот я в сюжете Тараса, вашего журналиста, сказал о том, что да, это был, пожалуй, основной сегмент нашей компании, но, как Ришат Алиев сказал, фотограф наш знаменитый крымский, что нужно переориентироваться, нужно искать новые какие-то горизонты, новые для себя пути, как все-таки переживать вот эти все постпандемические и пандемические ситуации. Поэтому я надеюсь, что это очень скоро все закончится.
но в любом случае мы на позитиве, мы сохранили всю команду наших сотрудников, основной костяк, и вот это самое главное. И те компании, которые повели себя достойно в моменте, не рассчитывая на какую-то госпомощь, им как раз-таки госпомощь сейчас и прилетит. Ну, извините за такой сленг. Да. Ильдар, скажите, как пережили времена ограничений? Вот насколько было сложно, когда все закрылось? Ну, конечно, это был вообще шок, если честно. Ну, дело в том, что первые новости с Китая мы еще услышали где-то там до Нового года. В феврале уже какие-то мои знакомые предприниматели зачастую задавали вопрос: Ильдар, мол, типа, есть возможность где-то здесь найти маски для того, чтобы отправить в Китай, потому что в Китае сейчас сумасшедший спрос на них, и в Европе. То есть казалось, что мы еще где-то далеко там от всего, что там происходит. Так как напрямую к нам не летают там, да, с других стран самолеты, это, может быть, даже в какой-то мере защищало крымчан, да, то есть нету такого прямого доступа болезни. И это, я считаю, было бы как бы преимуществом на время подготовки, да, непосредственно к пандемии. Ну и понятное дело, что такая какая-то настороженность витала в воздухе, и в марте месяце мы это уже почувствовали по клиенту в торговых центрах, так как основная часть заведений у меня работает в торговых центрах в Симферополе. Где-то числа к 15 марта падение трафика было порядка половины, ну то есть 50% населения были уже в каком-то ожидании, то есть смотрели телевизор, последние новости наблюдали, и у некоторых уже наблюдался страх появляться в общественных местах. И к концу, помню, марта, многие из арендаторов в торговых центрах уже начали поднимать вопрос о том, что надо что-то делать, потому что ставка арендная у нас сохранялась, как бы все наши обязательства сохранялись, а при этом поток клиентов свалился в буквальном смысле. И вот помню, с 1 апреля нас закрыли. Это было сначала как бы очень хорошей новостью. Почему? Потому что это служило каким-то облегчением, потому что мы уже могли договариваться с торговыми центрами и как бы с всеми своими обязательствами, которые мы уже не тянули в финале. Ильдар, а ведь вели подсчеты. Сколько потеряли за этот год? Ну, это сложно вообще посчитать, если честно, потому что мы то есть до 2019 года у нас ежегодный был рост, начиная с 2014 года, то есть рынок рос ежегодно, очень динамично. И, конечно, когда нас закрыли, вернее, даже когда мы понимали, что происходит, вот именно то, что происходит, ну, я считаю, что это не 1 десяток миллионов, там, если взять, если брать ресторатора с сетью ресторанов, да, но каждый в своей мере пострадал, и мне кажется, любая сумма, она была нелегкой, сразу говорю. Зарима Ленуровна, расскажите, как чувствовал себя театр год назад, чем сейчас живет? Да, тяжелый был год, конечно же, но, как говорят, знаете, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Вот именно с таким подходом Крымско-татарский театр и подошел. То есть сначала мы тоже, как и все, не понимали, что происходит, а так как это сфера бюджетная, быть может, мы в чем-то были лучше защищены, потому что у нас есть какая-то стабильность, да? Но при этом, при всем, большая потеря – это то, когда творческие люди, артисты не могут выходить на зрителя. Они не ощущают вот этой энергетики, аплодисментов. Но при этом, при всем, мы ни одного дня не пропустили, мы не переставали работать. Мы работали и над созданием спектаклей, мероприятий, и участвовали в процессе в онлайн-режиме. И также проводились, я помню, той весной, это был март-апрель, мы ни дня не переставали работать в онлайн-режиме, мы проводили репетиции к сложным спектаклям и создавали новые мероприятия, посвященные и Дню Победы, и 18 мая, и ко Дню России у нас замечательный концерт был создан. Ну, конечно же, есть сложность, потому что артист, он должен жить на сцене со зрителем. И когда мы видели и понимали, что зритель сейчас к нам не придет, а хотелось видеть эти живые глаза, очень, конечно же, переживали. Кроме того, сами артисты болели,
многие переболели. Но я так хочу сказать огромное спасибо, в принципе, и Минздрав, даже мы дошли и до министра здравоохранения, то есть потому что надо было, я очень переживала за, я прям так и говорила, помогите, элита народа болеет, Света, как, потому что это редкие профессии, актер, вокалист, режиссер, конечно же, было трудно. Но, в принципе, когда нам было разрешено с 20 декабря 2020 года выйти на зрителя с заполняемостью 30%, вот там мы как бы оторвались. И все эти предновогодние мероприятия, и мы видели, что зритель очень соскучился. Конечно же, не хватало участия. И при этом, при всем, мы даже в это трудное время у нас начался капитальный ремонт нашего здания. Но вы знаете, что действительно переживали все. И переживали мы не только друг за друга, а и за коммерческую сферу, сферу здравоохранения. Потому что, как вы знаете, работники культуры, особенно театральные работники, очень ранимые, чувствительные люди. И было страшно больше не за себя, а что происходит вокруг. За всех. Да, за всех. С нами сейчас на прямой связи Тарас Брезицкий, наш корреспондент. Тарас, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как кинотеатры пережили пандемию и какие ограничения у них остались? Студия, добрый вечер. Мы сегодня получили свой счастливый билетик в кино, чтобы примерно оценить ситуацию, которая после частичного снятия ограничений здесь возникла. Давайте посмотрим на зал. Здесь уже достаточно много людей, хотя фактически минуту назад еще никого не было, но это легко объяснимо. Во-первых, сегодня будний день, середина недели. И у нас есть уже порция попкорна, но здесь мы ее оставим и вернемся к ней чуть позже. Впоследствии, вернувшись с беседы с нашим спикером, мы обязательно этот попкорн съедим. Мы находимся в самом большом кинотеатре в Симферополе. Здесь работает 6 зрительных залов. Так вот, фактически все они сейчас синхронно заняты. Везде идет кино. Было несколько в период вот этих пандемических ограничений. Здесь интересные ситуации. В первую очередь электроника при квоте 30% заполняемости сама контролировала рассадку, посадочные места. Сейчас при квоте в 75, я напоминаю, именно такая будет установлена. Посадочные места зрителей в зале будут расставлять представители персонала сами живые люди. Да? Ну и еще были здесь такие популярные кассовые фильмы. Так вот, люди просили сесть на те места, которые были обозначены крестиками, просились во что бы то ни стало какие-то вот для них поблажки сделать, но, разумеется, закон есть закон. Давайте зайдем вот в этот зрительный зал, это 4-й зал, и сполна насладимся той атмосферой, которая здесь царила еще фактически несколько лет назад, до 1 марта. Такой себе своеобразный рай для социофоба, наверное, для влюбленных парочек, которые могли здесь через одно кресло посидеть. Вот это Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна – это директор сети кинотеатров. Мы с вами давайте тоже такую безопасную дистанцию на всякий случай сохраним. Ольга Сергеевна, скажите, пожалуйста, о том, вы уже говорили о том, что убытки колоссальные просто были понесены. Расскажите, пожалуйста, о том вкратце, как переживали вот этот период. К большому сожалению, мы в принципе были долгое время закрыты для наших посетителей, и мы были очень рады, когда нам снова разрешили работать, пусть даже и с ограничением, но хотя бы как-то. Выкручивались как могли, мы, конечно же, не могли оставить без работы наш персонал, придумали альтернативные способы заработка, просто выплачивали заработную плату. Это, конечно, стала колоссальной трагедией для бюджета нашей компании, но по-другому было никак. Мы все надеялись на то, что когда-то мы снова начнем работать в полную силу. То, что случилось 1 марта, это все-таки частичное снятие ограничений стало для нас настоящим праздником, потому что тем более в канун 8 марта, праздника весны, любви, тепла и наших уважаемых женщин, нам будет максимально приятно видеть больше и больше гостей в нашем кинотеатре, не только в этом городе, но и во всех городах Крыма. Потому что 23 февраля мы столкнулись с вопросом того, что посадочных мест просто не хватало, желающих прийти в кино было очень много. Как бы там ни было, за период долгого пребывания дома и сопутствующих вещей люди соскучились по каким-то совместным мероприятиям, по проведению досуга вместе где-то в кино, и мы будем рады 8 марта приветствовать всех наших женщин у нас в гостях. Ольга Сергеевна, спасибо вам большое за ответ. Мы желаем вам большого количества зрителей аншлагов не только 8 марта. Поздравляем вас с наступающим праздником, а и во все другие дни. Ну что ж, обращаясь к студии, пожелаем
с максимальным наслаждением, пользой пользоваться, простите за тавтологию, этим частичным снятием ограничений. Прямо сегодня можно, предположим, сходить в ресторан, затем в кино, ну а впоследствии, может быть, если судьба так распорядится, и в ЗАГС. Всем спасибо. Спасибо, Тарас. Ну, спасибо огромное. Но вот, Алла Аликовна, все-таки, если время отмотать назад, вот меры такие бы вот предприняли или все-таки что-то бы скорректировали уже, да, вот, скажем так, проанализировав и пройдя весь этот путь? Вы знаете, Государственный совет тоже столкнулся с ситуацией, когда указом главы республики было определено работа на удаленная работа и минимально оставить количество сотрудников в здании, да, для выполнения санитарно-эпидемиологических требований. И мы впервые в своей истории приняли изменения в регламент работы Государственного совета и перешли на дистанционное голосование, на заочное голосование. То есть наши депутаты находились дома и по тем или иным вопросам, которые были приняты решением президиума, голосовали, онлайн-голосование проводили. Это была прописана целая процедура, не буду уже занимать время зрителей. Все это было утверждено и по нашим законопроектам. Хочу вам сказать, для чего мы это сделали, потому что вот коллеги уже сегодня говорили, что все это было неожиданно, нужно было принимать какие-то решения, чтобы поддержать и бизнес, и население, и поэтому мы принимали законы онлайн-голосованием для того, чтобы быстро и своевременно оказывать помощь людям, потому что помощь нужна сегодня и сейчас, а не через некоторое время. И, конечно же, очень много законов было принято Республикой Крым до того, как были приняты законы о поддержке и бизнеса, и населения в Российской Федерации. И мне кажется, то максимальное количество, сегодня мы говорим о помощи бизнеса, поэтому мы уже несколько раз встречались и рассказывали о помощи незащищенных граждан, социально необеспеченных. Поэтому скажу о бизнесе, что перечень тех структур и тех направлений, которые пострадали, очень сложно было тоже сразу определить. Знаете, нужна была помощь всем, и сейчас, и сразу. Алла Аликовна, мы еще вернемся более подробно к этому. Но я вам скажу, что те законы, которые были приняты, мне кажется, все-таки максимально были приближены к бизнесу. И, наверное, если бы сейчас это все повторялось, может быть, мы быстрее и конкретнее бы принимали законы, потому что во многие законы вносили изменения по ходу уже всей этой пандемии. Уважаемые гости, у вас, если, например, проанализировать, что бы сделали, скажем так, по-другому, Ильдар? Да сложно сказать. Дело в том, что уже то, что было, назад не вернешь. В любом случае, что было, то было. Да, ты уже, мы были поставлены в определенные условия. И как Алла Олеговна говорила, действительно, мы как предприниматели чувствовали заботу государства. За это время мы трижды воспользовались помощью государства. Те были прямые выплаты за наемных работников, чтобы мы сохранили рабочие места. Потом это были кредиты банков, тоже исчислялись из количества наемных работников, которые у нас были оформлены на момент введения ограничений. И это довольно-таки приличные суммы, и государство нам поставило условие, что мы сохраняем, грубо говоря, на это все время рабочие места на условиях, что эти кредиты, возможно, будут невозвратными. А вот интересно, что конкуренция между теми компаниями, которые остались на плаву в пандемийный период, она выросла. Об этом нам рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев. Давайте его послушаем. Рост конкуренции стал более серьезным таким вызовом для многих субъектов малого и среднего бизнеса. И из них 55% опрошенных нами конкурентами считают в этот момент стали такие же компании малого и среднего бизнеса. 29% предпринимателей вынуждены соперничать с крупным бизнесом. И самое интересное, что 4% предпринимателей главными конкурентами назвали интернет-магазины.
Вообще интернет-индустрия в период коронакризиса сделала тот шаг вперед, который мы предполагали произойдет в течение 5-7 лет. Сейчас ситуация для многих представителей негосударственного сектора экономики стала, ну, если не привычной, то, по крайней мере, понятной. И сектор сервиса, сектор торговли, как я уже говорил выше, быстрее перестроился, ну а производственный сектор в основе своей сохранился. Вот наш спикер говорит о том, что интернет-площадки сделали рывок на 5-7 лет вперед. Вот у вас удалось научиться, скажем так, работать онлайн, в онлайн-формате? У вас как это было? Расскажите. Ну, я хочу сказать то, что туризм, онлайн-формат, можно было бы предпринимать попытки, делать какие-то VR-туры, мне много советовали, предлагали, но мы структурировали нашу работу. Мы сделали базу, некую энциклопедию нашей компании и вписали туда вплоть до образования, какое у наших экскурсоводов и сопровождающих, и проанализировали вообще вот те предыдущие 10 лет работы, и уже с этими знаниями, уже с базой, оказывается, мы работаем вот с этими перевозчиками и с этими перевозчиками. Оказывается, мы работаем вот с этими отелями, и у нас сейчас заходишь, таблицы, смотришь, быстрее, удобнее работать. То есть здесь, наверное, был момент, когда это все случилось, доверие в том числе к нашему президенту, к нашей власти. И вот те, кто прислушались и с пониманием отнеслись, не стали рубить с плеча, заниматься сразу сходу самыми разными другими занятиями, которые чужды им. Ну, вы знаете, что у нас массово начали аптеки открывать, и те, кто их начали, прогорели. Но это не совсем, наверное, про бизнес. Бизнес — это риски, и, допустим, ну, я понимал, то, что да, мы не готовы, шок, стресс, но, опять же, это бизнес. То есть это, ну, есть, наверное, какие-то достойные профессии. И туризм, я понимаю, что это не хлеб наш насущный, он не впереди, наверное, приоритетов государства. И когда, ну, ты в душе понимаешь, что ты не самый, наверное, важный, в каком-то смысле отдаешь себе отчет. Я не помню за собой, чтобы где-то ходил, просил, помогите нам. А когда уже помогли, конечно, это неожиданно и приятно. И удивительно, кредиты мы не брали на сотрудников. Мы, ну, там, моя семья продали 2 машины для того, чтобы сохранить всех сотрудников, выплатить. Уже одну купили как бы, после этого. Поэтому уже одну купили. Здесь выбор каждого предпринимателя, как ему поступать. Зарина Альнуровна, как вы расскажете, театр освоил онлайн-площадку? Ну, с вашей помощью. Если вы помните, у нас родилось несколько проектов, и особенно, я думаю, что хороший проект получился, это когда после Нового года мы рассказывали детские сказки в онлайн-формате для наших крымско-татарских маленьких зрителей. Я думаю, что это очень интересное такое новшество, хотя театр и онлайн вроде бы как понятия несовместимые, потому что человек, зайдя в стены этого храма, так сказать, он должен видеть живые эмоции. Конечно же, быть может, экран для нас – это немножечко что-то, ну, некое такое новое, но вы знаете, нет худа без добра, зато мы действительно быстренько перестроились в этот формат и освоили нечто новое для себя, и подтянули даже наш рекламный отдел, и мы с вами много советовались. Так что я думаю, что надо из любой ситуации извлекать полезное для себя. Алла Аликовна, как вы считаете, как скоро бизнес полностью восстановится? Сколько необходимо времени? По вашим прогнозам. Вы знаете, ну, будем говорить честно, что не весь бизнес обвалился же, да? Вот мы посмотрели по всем отчетам, субъекты малого и среднего предпринимательства, да, по сравнению с 2019 годом, 2020 год, сократились на 2000 субъектов. Много ли это или мало? Ну, если в людях, наверное, это много. Если говорить о том, что у нас было 86 тысяч субъектов, а осталось 84, да, то вроде как не совсем весь бизнес обвалился. Но в то же время пострадали практически все, наверное. Да? Правильно вот коллеги говорили сегодня, все, причем разные сферы представляющие, что очень важно было изменить свое отношение к ситуации и быстро искать пути выхода из этой ситуации.
действительно интернет-продажи увеличились, и многие на этом сработали. Кто-то просто сидел и ждал помощи, когда государство что-то поможет. В результате артисты абсолютно согласны с Заремой Ханум, что нужно живое общение. Но тем не менее, знаете, была удивлена, когда у меня в микрорайоне в канун 9 мая артисты, живущие там, артисты театров Крыма, пели для ветеранов, для жителей, люди с балконов смотрели. То есть все равно вот необычно, это очень необычно, очень трогательно. И в то же время каждый искал свою нишу. То есть показать, что я жив, должны быть положительные эмоции, абсолютно согласна. То есть, получается, пандемия еще и сплотила людей. Поэтому сплотила людей. Пандемия направила в новое русло мышления. Знаете, когда все время идешь в одной колее, и тут вдруг что-то сбилось, то быстро ищешь пути выхода. Вот многие нашли эти пути выхода. Конечно же, те, кто активно искал эти пути, очень быстро восстановятся. Те, кто их не искал, должны сейчас искать. Поэтому я уверена, что с помощью государства, с помощью своих мозгов, это очень важно, это очень дорого, иметь мозги, бизнес восстановится. Поэтому я желаю всем представителям бизнеса восстановиться очень быстро и искать свою нишу в этой ситуации. Ильдар, у вас какие были плюсы вот после пандемии? Я во время пандемии прирос 2 новыми объектами. То есть это 1 ресторан и 1 магазин. Плюс мы запустили одну из сильнейших доставок в городе сегодня. И одну из лидирующих — это восточная, грузинская и русская кухни. И плюс мы запустили интернет-магазин игрушек, сети тех магазинов, которые я владею. То есть и у нас довольно неплохой дебют в интернет-продажах, поэтому... То есть я говорю, кто искал путь, тот нашел. Дело в том, что кризис — это время новых возможностей. Дело в том, что в кризис как раз и рождаются самые сильные идеи. Анатолий Николаевич, расскажите, какие прогнозы у нас на весенний период, на летний, вот в турбизнесе тоже? Какие плюсы нам помогут? Прогнозы, по моему мнению, самые оптимистичные. Но я хочу сразу опять же поддержать коллег и сказать о том, что плюсы и у нас были в турсфере. Да, мы пострадали, но с другой стороны, я 4 года ходил вокруг такой тематики, как госзакупки. То есть нужно было изучать эту систему. Вынужденно изучили ее в сентябре. Не сверхзаработки по этой тематике, это открытые аукционы. Мы в них поучаствовали. В аукционе цена иногда падает просто до нельзя, но, пользуясь, опять же, нашим опытом, нашими таблицами, созданными за время самоизоляции, мы смогли и на Тавриду Арт уже тех, кто прошли тесты на коронавирус, привезти из города Севастополь молодежь, там больше 2000 человек. КФУ форум, когда это разрешалось, мы провели в Песчаном. Инваспорт Севастополь, мы сделали контракт и заселили их в Евпаторию, в санаторий. Эта организация отдыхала. То есть тоже для себя открыли такие, знаете, перспективы, которыми сейчас активно пользуемся. Мы связались с вашим московским коллегой Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, рассказал, как внутренний туризм чувствовал себя в год ограничений и как проходит этап раннего бронирования. Давайте послушаем. Операторы, которые занимаются внутренним туризмом, чувствуют себя не так плохо. Мы снизились по году за 2020 год примерно на 25%, в среднем по всем направлениям. Нет ни одного направления, которое вышло в плюс, но тем не менее это падение в 25%, конечно же, это лучше, чем у наших коллег, которые упали на 70-80% в годовом объеме. Поэтому мы рады, что мы занимаемся внутренним туризмом, и мы считаем, что у операторов по внутреннему туризму в этом году неплохие возможности. Мы рады тому, что Крым наконец отменил коронавирусные ограничения, хотя, наверное, туристы все это время верили, что их уже нет. И поток в Крым был довольно неплох и в зимние месяцы, и сейчас мы видим, что бронирование на лето 2021 года превышают прошлогодний уровень где-то на 40-50%. И это нам позволяет надеяться, что Крым и в 2021 году, как и в 2020, станет одним из лидеров внутреннего туризма. Алла Олеговна, расскажите, как сегодня реализуется программа поддержки внутреннего туризма в Республике Крым?
Внутренний туризм – это представители малого, среднего и крупного бизнеса, и поэтому они пользуются все теми же мерами социальной поддержки, которые предусмотрены для этой категории. И поэтому те меры социальной поддержки, которые были приняты, начиная с апреля 2020 года, они все воспользовались, кто имел право на это, все воспользовались этими мерами поддержки, в том числе внутренний туризм, потому что у нас нет, ты занимаешься этим, я этим. Это ательеры, это общепит, это сфера развлечения, индустрия развлечения. Поэтому это все взаимосвязано, и поэтому мы не делили на какие-то отдельные сферы. Расскажите, пожалуйста, более подробнее, вы немного уже говорили об этом, вот какая помощь пострадавшим отраслям предусмотрена сегодня? Ну, уже вот говорили коллеги, что в самом начале у нас был принят закон о профессиональной деятельности. У нас очень много наших индивидуальных предпринимателей перешли на другую форму работы и тем самым снизили налоги, которые они платили, самозанятые. В прошлом году в июне был принят этот закон в Крыму, и до конца года 12 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые. Кроме этого, у нас были предусмотрены средства в бюджете республики в первую очередь, докапитализировали на 200 миллионов фонд микрофинансирования. И поэтому многие субъекты малого и среднего бизнеса могли воспользоваться этим фондом микрофинансирования. Там очень маленькие ставки, и поэтому это тоже очень большое подспорье было. Главой республики было принято решение о снижении ставки арендной оплаты в государственных учреждениях. И для муниципалитетов тоже были даны такие же рекомендации. Многие муниципалитеты тоже приняли эти же решения у себя. Кроме этого, уже говорили о том, что если предприятие или субъект хозяйствования не сокращал своих работников для того, чтобы поддержать предприятия, предпринимателей, были предусмотрены льготы по кредитованию через банки, по кредитованию, по выплатам на каждого работающего 12 130, это минимальная заработная плата на тот период времени, была предусмотрена, мне кажется, на каждого работника. Не в целом, от количества работников эта сумма была выплачена. Мне кажется, это позволило нам не сократить людей и в то же время помочь предпринимателям. Вот коллеги говорят, машину продали, но потому что пока был принят этот закон, пока было это все рассчитано, то люди, конечно, надеялись сами на себя, но в результате, я думаю, что получили уже эти выплаты. У нас представители нескольких сфер. Расскажите, насколько существенна для вас такая поддержка? Я просто два слова еще скажу, да. Знают присутствующие в студии, что были предусмотрены, мы же думали, что это недолго, только на 2 месяца были предусмотрены эти выплаты изначально. И сейчас принято решение, вот сейчас как раз выплачивается около 2 миллиардов выделено денег на то, чтобы до конца те предприятия, которые до конца 2020 года отработали, с июня по декабрь, они тоже делают заявки на возмещение заработной платы на каждого работника этой суммы. То есть это тоже хорошее подспорье для бизнеса, особенно там, где сохранили людей. И поэтому я считаю, что это хорошее подспорье. Хороший стимул. И хороший стимул, да. Коллеги, я еще хочу, может быть, некую ложку дегтя в это все, чтобы у зрителей правильное вообще было впечатление. Да, что не все идеально, не все идеально, в каком плане. То есть многие могут подумать, а немного ли поддержки бизнесу. Я просто беру 2019 год, мы заплатили налогов определенную сумму, и все поддержки вместе взятые, это примерно 15% от тех налогов, которые мы заплатили. Здесь мы уже, перевели дыхание, мы не выдохнули, мы перевели дыхание бизнес, очень многие закрылись, очень, с одной стороны, конкурентов стало меньше, потому что внутренний туризм, опять же, я согласен с коллегами, больше в Крым людей поехало из-за закрытых границ, но опять же туроператоры, которые занимаются
занимаются внутренним туризмом, они стали не нужны отелям, потому что отели бронируют напрямую, людям дают места, и туроператоры немножко потерялись, не успели взять квоту мест, а у некоторых, благо не у нас, но я знаю ряд туроператоров, которые выкупили квоту мест, ею не воспользовались, потому что были эти ограничения, и тоже они попали в очень трудную ситуацию. И то, что сейчас, я считаю, справедливо идет распределение господдержки, те люди, которые не стали паниковать, те люди, которые пережили и достойны быть на этом рынке, вот те и получили поддержку. И это не сверх, это наоборот, чтобы нас поддержать, чтобы мы пришли в себя и дальше платили налоги. То есть я вот исключительно, чтобы не сложилась, знаете, ситуация, что мы сидим, ой, все хорошо, все здорово. Нет. Но с другой стороны, спасибо за поддержку, это неоценимая помощь вот в нашей ситуации. Зарина, вы вот что добавите по мерам? Существенно для вас, вот лично, вот для театра? Ну, лично для театра крымско-татарского я всегда ощущала поддержку нашего министерства, заботу и даже в тех, потому что для нас театр существует как? За что зарплату получать? За выполнение государственного задания. Госзадание – это наш зритель, это создание спектаклей. Конечно же, были определенные трудности, но, обратившись в наше министерство, мы всегда находили ответы и правильные решения и выходили из этой ситуации. И, конечно же, для артистов не било это сильно по карману. Эльдар? Не, конечно, существенно. Любая помощь в той ситуации, то есть, ощущается, я считаю, конечно. Конечно, она ощущалась, потому что предприятия вообще стояли. У меня, например, 70 человек работает на предприятии, у них есть всех семьи, да, как бы дети, там, и все такое. Понятное дело, что закрытие это было абсолютно неожиданное. И как бы у нас система зарплат, она вообще как бы авансует. У нас люди работают 2 недели, получают аванс. 2 недели получают как бы непосредственно саму зарплату. И понятное дело, вы представляете, да, когда у нас обязательства перед поставщиками, идет урегулирование споров там, или вопросов с торговыми центрами по аренде, есть товарный кредит. И в этот момент, понятное дело, что на тебя смотрят люди, у которых семьи, которые дома, они выйти заработать где-то не смогут, они не знают, что такое онлайн-заработок, и тем более, да, то есть это люди, которые работают непосредственно на производствах. Да, и, понятное дело, любая сумма, любая копейка, которая нам поступала, да, то есть это была существенной поддержкой на тот момент. Это мы сейчас, конечно, понимаем, может быть, да, это были копейки, не копейки, много, не мало, но это существенно, и любой помощью, которой была только возможность со стороны государства воспользоваться, мы не упускали этот шанс, потому что ибо он нас как бы сохранил в том виде первоначальном, докризисном, в котором мы находились. Поэтому, я напоминаю, у нас пользователи социальных сетей тоже сейчас могут к нам присоединяться, оставлять свои вопросы, комментарии, участвовать в опросе. Наш корреспондент Эльмас Аблакимова мониторит ситуацию. Эльмас, добрый вечер, тебе слово. Салям алейкум, здравствуйте. Да, действительно, ситуацию мониторю. И тема пандемии и ограничений напрямую либо косвенно коснулась, наверное, каждого, поэтому и активность в социальных сетях достаточно высокая. 80% наших подписчиков все же боятся посещать общественные места. Такой результат дало голосование в Instagram Stories. По комментариям в том же Instagram можно сделать вывод, что достаточно позитивные подписчики. Вот один из комментариев, например, Джамиля говорит: к болезням нужно относиться спокойнее и не бояться, ведь куда опаснее разобщение в коллективе. Немного вот противоположное мнение комментирует, говорит, что боится находиться в общественных местах из-за проблем со здоровьем наша подписчица. Желаем вам скорейшего выздоровления. И вот позволю себе зачитать еще одно мнение. Тут говорят об отмене коронавируса. Ковид, к сожалению, не отменили, пока только сняли часть ограничений, связанные с ним. Отменить корону по щелчку пальцев, к сожалению, невозможно. Вот такие были комментарии, такие мнения в социальных сетях. Спасибо большое, студия. Эльмас, Сагул, у нас вот такой результат, это в интернете. У нас идет голосование. Это, что интересно, почти 70% потребителей в России сейчас вынуждены следить за своим бюджетом, где-то экономить. И об этом заявляет ТАСС. То есть мы ссылаемся. Давайте послушаем симферопольцев, что они ответили на вопрос, и мы у них спросили, почувствовали ли они рост цен сегодня. Цены изменениями заметили очень давно. Они растут, к сожалению.
но уровень нашего населения не настолько велик, чтобы покупать такие продукты по таким ценам. Желательно, чтобы это как-то урегулировалось нашим правительством. Все, что основное считается, растительное масло, молочные продукты, хлебобулочные продукты, на все цены повысились. Ну все, на продукты, на овощи. На бензин. Да, все подорожало. А вот на что, по вашему мнению, цены повысились больше всего? На связь. Дело в том, что я очень много покупаю в интернет-магазине, поэтому ценами я как-то вот... Но там они не поднялись? Немного поднялись, но меня устраивает. На молоко, на хлеб. Заметно очень. На мясо и рыбу. Сахар, масло, ну и потихоньку вообще на все. И на колбасу, и на мясо. Где-то рубль, где-то 2. Ну, очень бьет по карману. Цены поднялись на ЖКХ, топливо, продукты. Проезд, естественно, подорожал. В общем, с 1 января все пошло вверх. Хлеб стал дороже, мясо стало дороже. Но как-то незаметно все дорожает. Вот такие вот мнения. Вот, Алла Аликовна, вопрос к вам. Расскажите, какие у нас существуют механизмы в законодательстве для контроля цен? Ну, действительно, цены выросли на некоторые продукты. Глава республики ставит задачу, чтобы они были более или менее адекватные. С этой целью на заседании комитета по экономической политике мы слушали Министерство промышленности. Министерство промышленности заключает соглашение с торговыми сетями о контроле за ценами на продукты питания, вот о котором наши жители Симферополя говорили, сахар, подсолнечное масло, пытаются установить контрольные цифры. Многие торговые сети, большие торговые сети подписали это соглашение, и по мониторингу выполняется это соглашение. Кроме этого, пытаются проводить и очень активно работают в этом направлении Министерство сельского хозяйства, проводятся ярмарки для того, чтобы на ярмарках цены ниже, чем цены в торговых сетях, в магазинах. Можете озвучить те продукты, на которые вот цены заметно повысились? Заметно повысились? Вот вы лично какие продукты заметили? На сахар изначально была повышена цена, но вот после соглашения, знаете, буквально вчера покупала сахар по цене 44 рубля за килограмм. Это та цена, которая входит вот в это соглашение по контролю за ценами. Алла Аликовна, мы подготовили небольшое интервью, Давай. тоже очень хочется, чтобы его услышали. Как нам заявил Александр Абдрянов, министр промышленной политики Республики Крым, у нас производство не останавливалось. За период пандемии для поддержки работы предприятий министерство выдало 200 миллионов рублей заемных средств. Также он рассказал нашим корреспондентам, как удается сдерживать рост цен в условиях рыночной экономики. Давайте его послушаем. У нас заключен меморандум со всеми крупными сетями о группе социальных товаров, о товарной наценке не более 5%. Постоянно контролируем этот меморандум. Но опять же мы понимаем, что это меморандум добрососедских, доброжелательных отношений. Сейчас есть принятые ограничения по ценам по сдерживанию правительства Российской Федерации. Это сахарный песок 46 рублей и 110 рублей и подсолнечное масло. Мы, кстати сказать, в лидерах по стране. Это при условии того, что у нас ни одного сахарного завода на территории Республики Крым нету. Если сравнивать с нашими соседями, с Краснодарским краем, у нас цены на масло подсолнечное ниже. Механизмов много, различных. Конечно, они только в рамках рыночной экономики применимы. Леонид Николаевич, а вот на туры цены выросли? Как вот сразу сходу говорю, на наши автобусные туры нет. Потому что, во-первых, есть конкуренция и у многих туроператоров, которые, допустим, Севастополя, наши, некие конкуренты, где-то партнеры, мы с ними дружим, но тем не менее и они, и мы понимаем, что нам проще, так как мы работаем не только лишь в летний сезон, договориться с отелями, договориться с транспортниками, дать им стабильные выезды. Ну, что там говорить, допустим, тур у нас стоит выходного дня 7
7400 рублей. Вот на 8 марта мы еще всем женщинам будем дарить еще подарки. Да, а я на самом деле сегодня опять же стал свидетелем, уезжая вот к вам в студию, у меня супруга с отцом отправились за покупками, и как бы супруга такие напутственные слова сказала о том, что отвези меня в самый дешевый супермаркет. Да, даже, ну, я не хочу утрировать, но тем не менее, конечно, сейчас ловишь себя на мысли, что стараемся экономить на всем. Допустим, мы поздравляли наших партнеров с Новым годом, потому что это, ну, наша обязанность, это какая-то корпоративная этика. Более 80 подарков мы уже их приобретали и формировали сами, запаковывали на Кубанке. То есть как-то стараемся даже вот в этом... Да, стараемся себя вот в этом... Ну вот как вы считаете, все-таки рост этой цены, он с пандемией связан? Ну, наверное, Конечно. да. Наверное, Конечно. да. Тут даже... С пандемией И с пандемией тоже, да. Наверное, так корректно. Знаете, Эффект бабочки. Где-то Да. убыло, где-то прибыло. И даже я еще раз вот хочу такой момент обозначить, то, что если будет трудно, допустим, бизнесу, будут увольняться сотрудники, будет много безработных, зарплаты будут ниже, потому что вот есть рабочая сила. Мы должны помочь бизнесу в первую Можно я очередь. сравнение сделаю небольшое? В Турции Да, конечно. турецкая лира в 2 раза просела с начала пандемии. Соответственно, в 2 раза выросли цены. Ну, то есть я имею в виду на продукты. А у нас, я хочу сказать, ну, мы довольно-таки неплохо по валюте, как бы, по своей национальной выкрутили ситуацию. Я вам скажу, вот у меня монобрендовый магазин Лего, это европейский товар, который завозится, да, как бы. И у нас за год поднялась цена всего лишь только на 10%. Ну, то есть это именно стандартное поднятие цен, и это не только там по игрушке, это и по продуктам в среднем. Но мы пока цены свои держим. Коллеги, в том числе благодаря импортозамещению, которое начато еще в 2014 конечно, году, и оно сейчас обогнало по прибыльности сельское хозяйство Российской Федерации оборонку. То есть больше 50 миллиардов долларов зарабатывается на сельском хозяйстве. Потому что ожидания были, если кто помнит, 100 рублей за доллар и все такое. И слава богу, мы к этому не пришли. Мы все говорим о материальных благах, а вот духовная пища. Вот я слышу, да, подарки делаете, так вы к нам в театр приводите, у нас цены не выросли совершенно. Точно? Дарите женщинам подарки духовные, это и это и хороший приятно будет, и недорого по карману не бьет, и нам хорошо на культуру поддержите. Вот также интересный момент вот мы нашли, при этом при всей этой ситуации Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале. И вот по сравнению с этим периодом в прошлом году они выросли на 2,5% практически процента, об этом пишет РБК. Вот как вы считаете, это связано с праздниками или все-таки уже потребители... Более-менее, на мой взгляд, например, что открывается экономика. Да. Открывается, и ожидания самые как бы позитивные в этом смысле, потому что действительно, я же говорю, чувствуем, что идет падение количества заболеваний, не просто там номинально статистически, а среди друзей и знакомых, и потом растет количество привитых, и это все как бы на экономику положительно сказывается, на мой взгляд. Ну, вы знаете, мне кажется тоже, что люди немножко оптимистичнее стали смотреть в будущее, потому что прошел вот этот самый тяжелый пик, мне кажется, когда ждали, знаете, как вести с фронта, так мы ждали вестей, сколько заболело в тот или иной день, и как тяжело люди переносили эту болезнь. Поэтому, знаете, вышли наконец-то в какой-то глоток воздуха, и плюс еще праздники, поэтому, конечно же, Все-таки вот по вашим наблюдениям сейчас какая покупательная способность у крымчан? Неплохая. Ну и нехорошая. Давайте будем... Если... Да, я всегда за позитив, но я смотрю, допустим, по своей семье. Ну, конечно, мы себя уже так, как раньше, уверенно не чувствуем. Мы понимаем, что нужно где-то затянуть пояса. То есть, ну, понятно, у каждого, возможно, свое понимание этого. Мы работали над этим очень долго. Тем не менее... По-разному. Вы же видите, что 80% проголосовавших за то, что боятся массовых мероприятий. Дело в том, что когда это все наступило, почему-то я не удивлялась, потому что, лично, допустим, мы вообще люди, которые живут в Крыму. У нас каждые 5 лет, 10 лет какие-то катаклизмы происходят.
И то ли мы привыкли выходить из этой ситуации, но как-то вот лично меня это не напугало. Я просто поменяла отношения, допустим. Я думаю, что, как говорят, нет худа без добра. Значит, нас чему-то еще научили, нас объединило что-то. Да. Вот у нас буквально 5 минут остается до конца эфира. Очень быстро время прошло. Я напомню, что в Крыму до 1 апреля могут снять все ограничения с работы бизнеса. Такое заявление в ходе заседания штаба по ситуации с COVID-19 сделал сегодня глава Республики Крым Сергей Аксенов. Давайте послушаем. Если будем действовать в том же направлении, видим, что динамика должна быть положительная, к курортному сезону должны подойти, так сказать, в полной боеготовности. Поэтому продолжаем соблюдать масочный режим, дистанцию и так далее. При этом у нас практически все направления по бизнесу открыты, практически все. Там единственное, там еще у нас пару позиций остались, и то, которое мы до 1 апреля, я думаю, в полном объеме уже откроем. Никаких вопросов не будет. Вот если прогнозы все сбудутся, вот снятие ограничений все-таки развяжут вот вам руки, какие можно прогнозы сделать? Поделитесь планами тезисно. Я буквально в 2 словах и все, и попрощаюсь. Чего? Ну, не за всех, за себя. Я хочу сказать, что мы вышли из зоны комфорта, для бизнеса это очень полезно, и мы все с новыми силами, с новой энергией, многие пересмотрели свои виды деятельности, а тем ли делом мы занимаемся, я занимаюсь тем на 100%, получаю от этого удовольствие, туризм мое, поэтому вот плюс. Давайте подведем итоги нашего голосования. Какой результат, коллеги? Коллеги мне подсказывают, что практически 57% опрошенных опасаются посещать общественные места. Вот такой результат у нас. Вот можно кратко прокомментировать его и подвести итоги. Зарина, давайте с вас начнем. Тезисно. Времени мало. Ну, дай Всевышний, чтобы действительно все это прошло. И настало более лучшее время. Время перемен, оно всегда непростое. Но я всегда была оптимистом, и я надеюсь, что мы достойно все выйдем из этой ситуации. Потому что Крым – это благодатное место. И я думаю, что здесь может не зарабатывать, да, или там не получать удовольствие от работы только ленивый человек. Если человек любит свою работу, профессию, он добьется успехов, и ничего не страшно будет. Ваши итоги? Я за позитив и за то, чтобы 1 апреля была не шутка, и действительно все ограничения окончательно сняли. Спасибо главе республики, спасибо тем людям, которые с душой относятся к нашему любимому родному Крыму. Эльдар. Ну, я уверен, что все будет хорошо, потому что, знаете как, есть черная полоса, есть белая полоса. Я надеюсь, что именно сегодняшние дни мы испытываем начало вот той самой светлой полосы, потому что, ну, как сказать, когда я говорю, что все хорошо, это всегда остается в сравнении. То, что мы пережили, это, ну, действительно сложный момент, и далеко не каждый испытал бы это на своей, как говорится, да, на своей собственной судьбе, как бы вот этот момент. Но мы стали свидетелями эпохального события, на самом деле, всемирного. И это не просто какой-то кризис какой-то определенной территории, это всемирный кризис. И я хочу сказать, мы его прошли достойно, и сейчас вижу большие перспективы на будущее. Алла Аликовна. Знаете, хочу сказать благодарность всем крымчанам за то, что вот благодаря сплоченности такой мы его действительно прошли достойно. И уверена, что 1 апреля мы снимем все ограничения в нашей республике. У нас на гербе прописано процветание в единстве, да. И только в единстве мы можем победить все негоразды и все болезни. И поэтому 57%, которые боятся еще пандемии, все-таки при выполнении всех норм санитарно-эпидемиологических, ношение масок, мыть руки, все-таки мы сможем победить этот вирус. И не нужно этим 57% бояться, нужно привиться и выработать иммунитет. Спасибо. Всем удачи. Огромное вам, уважаемые гости. Спасибо, уважаемые телезрители, за вашу активность. В следующую среду смотрите «Открытый разговор» с председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гаценюком. Увидимся. До встречи. Базалиолнс.